Сотрудники одной из котельных Сыктывкара запустили в теплоноситель скунса. Нет, это не зверек не самым приятным запахом, а биоцидный комплекс, который, собственно, пахнет не менее зловонно. Он поможет в борьбе с воровством воды из радиаторов отопления, ведь после добавления его в теплоноситель пользоваться жидкостью становится невозможно. Пока это только эксперимент. Почему на него решились тепловики, расскажет Елена Кононова. Вот он тот самый скунс, ядовитый желтый порошок. И так же, как и одноименный зверь, вонючий. Имеет стойкий неприятный запах карболки. Сотрудник котельной 600 граммов реагента разводит в ведре с водой. Приходится соблюдать меры предосторожности. По степени воздействия на организм человека, как говорят специалисты, он умеренно опасный. Это все равно техника безопасности. То есть мы обязаны одевать все, маску, очки, перчатки. Мера вынужденная из-за участившегося воровства воды из радиаторов отопления. Чаще всего на такой шаг идут жильцы так называемых деревяшек, где из всех удобств только отопление. Но тем не менее они тоже хотят жить с комфортом. Вот и устанавливают стиральные машины, унитазы и даже душевые кабинки. Ну а воду, кроме как из батарей, брать больше неоткуда. Тепловики тем временем считают убытки. Вот видно, что подпитка составляет на данный момент 0,37 куба в час. Это выше норматива. Наша нормативная подпитка должна составлять здесь порядка 0,15 кубов. 200 литров воды столько в час теряют энергетики. И эти потери ложатся на плечи компании. Кроме того, происходит разбалансировка системы теплоснабжения дома. Это негативно сказывается на качестве отопления для всех жильцов. Такие незаконные разборы воды зачастую превышают нормативные утечки из системы теплоснабжения в несколько, а то бывает и в десятки раз. Предприятие несет за счет вот таких утечек потери, снижая энергетическую эффективность. Из-за незаконного использования воды из радиаторов жильцами деревяшек страдают и управляющие компании. Вот эту выгребную яму выкачали буквально 2 недели назад, а сегодня уже опять переполнена. Централизованной канализации-то в этих домах нет, поэтому вся вода из душа и стиральной машины идет сюда. И если по нормативам их должны выкачивать только 2 раза в год, то теперь ассенизаторской технике приходится приезжать намного чаще. При этом люди сверх нормы не платят. Заполнительной нет, и я никакого права не имею выставить, тем более норму. То есть вот сколько есть, тариф есть, вот не больше. С собственниками квартир и разговаривали, и предупреждали, и даже штрафовали во время рейдов. Их тепловики проводили совместно с сотрудниками полиции, но все безрезультатно. Стиральная есть. А воду откуда берете? А воду носим с колонки. А есть у кого-то душевая кабинка, например, вы знаете? В нашем доме есть. Есть, да? И откуда они воду берут? Вот это, там у них скважину пробурили. Теперь только остается надеяться на эффективность скунса. Это будет видно в течение суток. Такой же реагент, к слову, будет запущен и в котельной Нижнего Чова. При положительном результате это ноу-хау тепловики возьмут на вооружение. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.